Премьер-министр Владимир Делба и председатель Союза художников Виталий Дженя, перерезав красную ленту, начали новую эру в истории Союза. Выставочный зал открылся после капитального ремонта. Уничтоженные пожаром стены и крышу восстановили в виде гораздо более современном, заплатив за эту реконструкцию самыми значимыми картинами в истории абхазской живописи. Виталий Дженя признался, что был момент, когда он отчаялся и думал о расформировании Союза художников. Мы уже думали расформировать Союз художников, так как это здание, мы понимали, что невозможно поднять на ноги. Оказывается, все возможно было, и благодаря правительству и особенно Российской Федерации, которые вложили огромную сумму и сделали нам такой храм искусства. Новая история выставочного зала началась с формирования фонда Союза художников. Картина Ливарсы Будба стала первой в этой коллекции. Мы получил председатель Союза художников от Сергея Владимировича Кириенко первую картину, которая будет началом уже собрания фонда Союза художников. Это работа Ливарсы Будба Абраскил. То есть у Союза художников будет свой фонд, что очень важно. Открылся после реставрации центральный выставочный зал сразу двумя выставками. На первом этаже расположились картины, которые привезла Российская галерея искусств. Это работы художников XIX, XX и XXI веков. Их объединило название «Под южным небом», но подбирались экземпляры и располагались в залах согласно особой логике. Лев Лагорио интересен для нас тем, что, да, он был здесь, в Абхазии, в 1851 году, но не раз возвращался и тоже был не единожды награжден за то, что он, собственно, показывал тоже такую мягкую, но правдивую картину природы, которая здесь его поражала другим освещением, южной спецификой. Он был по верноподданству изначально генуэзцем, поэтому как только мы сопоставили, что резиденция владетелей Чачба находилась в Генуэзском замке, мы, соответственно, эту линию здесь продолжили. Понятно, что все комплексы, все произведения взаимосвязаны, и Петр Кончаловский подготавливает театральную тему, но, конечно, основным смысловым ядром являются произведения Александра Чачба. И здесь, да, большая победа, что практически все произведения из фондов театрального Вахрушинского музея были предоставлены на эту выставку. И сегодня мы эту параллель вот так во всей красе можем провести абсолютно так. На втором этаже выставочного зала, там, где раньше располагалось хранилище Национальной галереи, выставили картины абхазских художников Игоря Панченко, Адгура Дзедзария, Руслана Габли, Астан Депкин и многих других, а также скульптуры и керамику. По словам художников, восполнить то, что было утеряно в пожаре, невозможно, но есть шанс развить современное искусство, и теперь для этого есть материальная база. Когда есть какая-то емкость, да, то все время туда что-нибудь стремится. Но другое дело, чем будет заполняться, как вот это качество, как здесь развиваться. Ну, тут, так сказать, рецепта нет такого. Но тут уже это большие процессы в нашем маленьком обществе, но тем не менее они должны быть. Потому что у нас немножко есть вот этот консервативизм, да, такой, то есть и боязнь чего-то там нового. И тут уже вот сложнее, потому что как нам сохранять как бы самоидентичность, да, и при этом искусство, оно как-то все-таки вне каких-то там рамок. Для обмена опытом, развития насмотренности и установления творческих контактов у чиновников от культуры уже налажены связи с российскими коллегами. Мы сегодня присутствуем на открытии восстановленного нашего выставочного зала. И я выражаю надежду, и я уверен, что этот выставочный зал и то, что мы сегодня видим, он станет началом большого, хорошего будущего. Мы сегодня обсуждали с коллегами, уже говорим о будущих планах, о совместных выставках, о совместных проектах. Самые талантливые абхазские художники смогут участвовать в мастер-классах в России, а российские художники приезжают на пленэр в Абхазию. Сегодня договорились с министром культуры Абхазии, о межкультурном обмене юных дарований, не только детей.
при Российской галерее искусств в Севастополе будет открыт творческий центр уже в декабре, где будут преподавать наши преподаватели живописи, масляной живописи, графики, наши скульпторы. Будут давать мастер-классы. И, соответственно, наши ребята будут ездить к вам, ваши ребята будут ездить к нам. Надеюсь, это послужит межкультурному диалогу между двумя странами. Обе выставки продлятся 2 месяца, но работы российских художников музейной ценности и находятся под особой охраной. Для их экспозиции необходимо соблюдать строгий режим температуры и влажности. Поэтому находиться в зале одновременно могут не более 20 человек. Но, как сказал исполняющий обязанности директор Российской галереи, срок выставки могут продлить до конца января. В Абхазии в это время обычно отдыхает много российских туристов, и для них выставка также может представлять особый интерес. Не каждый россиянин имеет возможность увидеть эти редкие экземпляры. Например, работу Дайнеки, которая хранится в музее на Сахалине. Марьяна Котова, Сасрыква Гухава, Абаза ТВ.